Проповедь называется «Две стороны медали». Я давно хотел вообще об этой теме поговорить с вами. В Библии очень много слов, которые имеют двоякое значение. Замечали вы когда-нибудь? Очень много слов, и они очень похожи иногда. И некоторые из этих слов можно даже перепутать. Можете мне какие-нибудь примеры сказать? К примеру, сегодня моя проповедь называется «Упрямство и упорство». Согласитесь, похожие слова. Согласитесь? Но эти два слова в Библии, они применяются совершенно в противоположных контекстах чаще всего. Кто из вас хочет быть упрямым человеком? Почему? Почему плохо? Кто-то сказал, смотря в чем. Упрямый человек. Упрямый, это хорошо или плохо? Почему? Потому что это тупой игнор всего, что происходит вне. Потому что ты сам себе глава, ты сам себе хозяин, и все, что вне, тебя это вообще не волнует. Знаете, слово «упрямство», что оно означает? С греческого, если вы возьмете, вот посмотрите, в греческом оригинале, там длинное слово «упрямство» – это неспособность гнуть шею. То есть это неспособность вообще воспринимать кого-либо, кроме себя, если по-другому это перевести. Неспособность гнуть шею – это неспособность преклонить себя перед Богом. Неспособность гнуть шею – это неспособность воспринимать чье-либо руководство. Упрямство, когда ты откроешь Новый Завет, упрямство – это всегда в негативной форме используется. Вот когда вы читали, я уверен, что вы многие читали всю Библию, какие-то, может быть, библейские персонажи у вас сейчас всплывают, когда мы говорим про слово упрямство или упрямый. Вот когда упрямый, это кто у вас в голове? Почему Иуда? Саул упрямый был в своих решениях. Еще кто? Фараон. Это символ упрямства. Библия говорит, что когда к нему приходил Моисей раз за разом, он соглашался, но его сердце было ожесточено, и он упрямо продолжал гнуть свою линию. Знаете, что такое упрямство? Это когда к тебе приходит Слово Божие. К примеру, ты сейчас здесь сидишь, ты слышишь какие-то откровения в свою жизнь. К примеру, о том, что надо прощать, о том, что надо давать, о том, что надо поститься, о том, что надо молиться. Ты вот так делаешь, но внутри тебя кто-то говорит, да, Игаль. Кто-то меня понимает. Игаль, фиолетово, мне все равно, что он говорит. У меня есть свое понимание, у меня есть свой взгляд на жизнь, у меня есть свои традиции, у меня есть свои представления, у меня есть вообще, я сам с усами, поэтому я сам буду решать, куда мне идти, как мне жить и что мне делать. Вот это есть состояние упрямства. Ты знаешь Слово Божие, ты слышишь этот голос внутри себя от Духа Божьего, он говорит тебе какие-то вещи, а ты продолжаешь гнуть свою линию. Страшно. Согласен. Давайте одно место Писания прочитаем. Почему страшно? Про Понтия Пилата. Такой невероятный отрывок из Нового Завета. Матфея 27 глава. История Понтия Пилата. Тем временем Иисуса поставили перед наместником. И тот спросил его: ты царь иудеев? Ты сам так говоришь, отвечал Иисус. Когда же его обвиняли первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Пилат спросил: ты что, не слышишь, сколько против тебя обвинений? Но он, к удивлению наместника, не отвечал ни на одно из обвинений. У наместника был обычай на праздник отпускать одного из заключенных по выбору народа. В то время под стражей находился известный узник по имени Иисус Варрава. Поэтому, когда собрался народ, Пилат спросил: кого вы хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса Варраву или Иисуса, называемого Христом? Вот игра слов здесь. Он знал, что Иисуса предали ему из зависти. К тому же, когда Пилат сидел в судейском кресле, его жена послала сказать ему. Вы знали об этом? Не делай ничего, это только в этом месте Писания написано. Эта история про Пилата, только здесь уточняется, что жене приснился сон. И она ему говорит: не делай ничего этому праведнику. Я сильно страдала сегодня во сне из-за него. Но первосвященники и старейшины убедили толпу просить освобождения Варравы и казни Иисуса. Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил? Спросил наместник. Варраву, сказали они. Что же мне тогда делать с Иисусом, которого называют Христом? Спросил Пилат. Все в один голос заорали: пусть он будет распят. За что?
Какое зло он сделал, спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче: пусть он будет распят. Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал: смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека. И весь народ сказал: кровь его на нас и на наших детях. Тогда Пилат освободил им Варавву, а Иисуса велел бичевать и затем отдать на распятие. Интересная история. Знаете, вот этот вот человек, кто-то может сказать: ну, в принципе, этот Пилат должен был быть, чтобы свершилось то, что должно было свершиться с Иисусом. В принципе, может быть, даже сам Бог сделал так, чтобы его сердце было ожесточено. А вообще, когда мы говорим про упрямство или про упрямых людей, это люди с ожесточенным сердцем. Это люди, до которых невозможно достучаться. И вот этот вот человек здесь, это такой величайший пример того, что не надо делать, того, как не надо относиться к Божьим вещам. Этот человек всего лишь пример для всех тех людей, которые возьмут в руки Библию, Новый Завет. Этот человек знал, что нужно сделать. Этот человек знал, знаете, он был посажен судить по закону. И он знал, что нужно сделать по закону с этим человеком. Вообще, даже опустим закон, просто взять справедливость. По справедливости он понимал, что с этим человеком поступают несправедливо. И он бы, как власть имеющий, мог бы восстановить справедливость. Но из-за того, что он был малодушный, из-за того, что он боялся, из-за того, что у него были свои какие-то мотивы, а эти мотивы могут быть разные в нашей жизни. Сребролюбие, гордость, какое-то нежелание покоряться перед другими людьми. Да все, что хочешь, это может быть. Упрямство, мотивация упрямства может быть любая вообще вещь в твоей жизни. И ты можешь стоять на своем, потому что у тебя просто есть желание кому-то что-то доказать. У тебя есть желание просто вот эти вот боли, которые, например, тебя бросил какой-то человек, ты встречался в 18 лет, хотел там, я не знаю, сердце подарить этому человеку, а тебя бросили, разбили душу. И все, и ты после этого всем подобным дядькам или теткам чего-то доказываешь. Это может быть такая мотивация. Мотивация может быть разная в нашей жизни, из-за чего мы можем стать упрямыми людьми. И этот человек, знаете, ему говорит закон не делать этого. Ему говорит справедливость не делать этого. Иисус своим поведением, фактически, знаете, вот ты соприкоснулся с Сыном Божьим, ты соприкоснулся с Богом. Некоторые люди говорят: вот если Бог приходит в жизни других людей, как вот невозможно не покаяться? Вот пример, легко. Можно проигнорить. Сам Бог будет стучать тебе, в колокола бить, орать тебе в ухо: Стас! Он может, знаете, вот разными способами стучать в твою жизнь. Но из-за вот этого внутреннего упрямства ты будешь продолжать гнуть свою линию. Из-за страха этот человек гнул. Жена уже приходит: слушай, пожалуйста, я видела, что беда может произойти. Не делай ему зла. Все проигнорил. Друзья, когда к нам обращается Слово Божие, когда к нам обращается сегодня что-то, и мы понимаем, внутри нас горит, внутри нас мы понимаем, что нужно ответить на этот призыв. Нужно ответить на то, что Бог побуждает нас сегодня сделать. Может быть, знаете, вот иногда бывает так, что ты живешь в каком-то грехе, и потом вдруг тебя как будто осеняет, что это неправильно. Надо прийти и привести в порядок эту часть твоей жизни. Надо прийти, исповедать грехи, найти этого Стаса, в конце концов, сказать: брат, дорогой, ты первый в этой церкви, я хочу грехи исповедать. Это жжет мою душу, я хочу избавиться от этого. Сделай это. Сделай это. Может быть, просто Дух Божий тебя побуждает благословить кого-то, отдать что-то, оторвать от себя. Знаете, вот сделать какой-то подвиг веры в даянии. Сделай это. Сделай это, не пренебрегай этим внутренним потугом или позывом, который есть внутри тебя от Духа Божьего, и ты это понимаешь. Чаще всего с упрямыми людьми происходит так. Он игнорит это внутри себя, он закрывает на это глаза, потом находит каких-то людей, с ними советуется, зная, что эти люди, они скажут ему именно тот ответ, который эти люди хотят услышать для себя. Найди человека, который будет беспристрастно относиться к тебе, и это Стас. Приди к нему, скажи: брат дорогой, пожалуйста, скажи, вот как поступить? Вот как правильно? Вот так или вот так?
Как правильно, вот это или вон то? Есть, знаете, есть вещи, которые мы, как упрямые люди, мы понимаем, что это неправильно. И ищем соратников, которые скажут: да, братан, нормально, двигайся, все будет хорошо. Да забей на это вообще. Это вообще вещи, на которые не стоит обращать внимание. Не советуйся с такими советчиками. Найди человека, который по-настоящему тебя будет любить во Христе, который скажет тебе правду, который поддержит тебя в правильном решении, в правильном выборе. Пилат был дурачок. Он был дурачок. Знаете, как люди заканчивают упрямые? Я ради интереса нашел историю этого человека в интернете. Может быть, это фейк. Этот человек... Вот три пункта есть про него. С 26 по 36 год римский префект Иудеи на высоте. В этот момент он делает тупость. Из-за своего упрямства он отправляет Христа на крест. Вроде бы так должно было быть. Но в 36 году из-за многочисленных жалоб населения смещен со службы и отправлен в Рим. Скитался и жил в лишениях. Бомжара. И дальше умер во Франции около 41 года. То ли покончил с собой, так в интернете написано. Даже интернет великий не знает, что с ним случилось. То ли казнен Нероном. Но закончил вообще неславно. Я бы сказал, бесславно. По преданию, его тело было сброшено в высокогорное озеро, от которого сегодня осталось болото. Знаете, печально можно закончить. Сегодня Бог стучится в наше сердце. Сегодня Бог нам говорит какие-то слова. Сегодня Бог нам предлагает какое-то решение. Сегодня просто ты приходишь на собрание, ты слышишь проповедь, и это для тебя ответ. Ты идешь домой и игноришь это. Послание евреям. Здесь интересно. 3 глава, 7 по 8 стих написано так, что когда мы игнорим голос Святого Духа, сам Святой Дух говорит: сегодня, если вы услышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Что значит ожесточать сердце? Когда я знаю истину и не делаю ее. Когда я знаю, как правильно, и не делаю это. Когда я понимаю, что так делать, но это неправильно, Бог это не одобрит, что Бог побуждает тебя сделать какие-то другие вещи, или просто Бог побуждает тебя совершить что-то, а ты не хочешь это делать, ты отворачиваешься от этого. Библия говорит так: мы ожесточаем наши сердца, когда мы слышим Его голос и игнорим, мы ожесточаем себя. То есть наше сердце становится упрямым, наше сердце становится жестким из-за нашей непокорности Христу. Я хочу просто вот вам пример привести. Мы все живые люди. У всех есть какие-то конфликты друг с другом. Я слышал проповедников, которые говорят: я живу с женой 40 лет, у нас никогда не было конфликтов. Охота прийти и сказать: брат, помолись, чтобы у меня тоже выросли такие же красивые крылья, как и у тебя. Если я сталкиваюсь с человеком, если у меня есть характер, у него есть характер, и мы сталкиваемся, два характера сталкиваются, происходят искры. Всегда так. Но всегда так, нет других путей. У нас у всех могут возникать разные конфликты. У нас у всех могут возникать недопонимания. Но знаете что? Всем нам одинаково Иисус говорит: прощать друг друга, любить друг друга, продолжать давать друг другу шанс на какую-то ошибку. Это и есть милость. Когда мы проявляем милость к человеку, мы говорим: да, ты был неправ, да, мы поговорили о какой-то ситуации. Это классно, когда мы поговорили о какой-то ситуации. Да, может быть, по-хорошему тебе не стоит доверять, но я продолжаю тебя любить, я продолжаю с тобой здороваться, я продолжаю говорить: Стас, ты мой драгоценный брат. Друзья, знаете, вот мы ходим на собрания, у нас есть куча взаимоотношений очень странных. С теми я не разговариваю, с этими я не здороваюсь, а на этого я просто внимания не обращаю. Когда он смотрит в мою сторону, я поворачиваюсь, LED-экран читаю Слово Божие. Библия говорит: мы семья. Прикиньте, у нас в семье, вот у нас, например, сейчас в семье осталось там, сколько нас? 4, да? Еще 8, плюс 8. Представьте себе, вот мы там, например, живем, те 8 на 2 этаже, мы на 1 этаже. Просто вот как слышим, дук-дук-дук-дук-дук топают, спускаются вниз, мы прячемся от них, лишь бы с ними не пересекаться. Что за семья, братан? У вас не семья, вы калеки какие-то. Духовные калеки. Знаете, что за семья церковная, когда мы приходим, принимаем вместе вечерю, вместе молимся, чтобы нам Бог дал один дом церковный, один дом, да, мы хотим получить церковный? Нет, много помещений, но там для детского будут много помещений, зал у нас будет общий. А я хочу вам больше сказать, с этим человеком ты еще в вечности будешь всю жизнь.
Вообще всю вечность. А знаете, а у Бога чувство юмора всегда есть. Он подпишет твое место рядом с местом этого человека. И на всех собраниях ты будешь сидеть именно с ним. Я хочу вас расстроить. Если у вас сегодня ненормальные отношения, там придется все равно наводить порядок. Поэтому лучше приди к Богу готовым. Я понимаю. Вот смотрите, я понимаю. Есть люди, например, которые вас кинули в бизнесе. Обдурили вас. Обдурили, может быть, не один раз. Люди, которым вы заняли деньги, например, они их не вернули. И некоторые говорят, как я буду его любить? Человека люби, но деньги ему просто не занимай больше. Логично? Он же к тебе придет снова, ты скажешь, давай, брат, сделаем так. Я тебе займу деньги из тех денег, которые ты мне вернешь. Я тебе обратно могу занять их. Шикарно, да? Ну хотя бы так. Да, у нас были проблемы с тобой, давай, будем честны, были проблемы с тобой в бизнесе. Знаешь, давай сделаем так, чтобы больше у нас не возникало проблем в бизнесе. Ты вот здесь будешь бизнес делать, а я буду вот здесь бизнес делать. В церковь будем приходить, любить друг друга. Есть категория людей, например, которых мы простили, да, мы правильно к ним относимся. Просто мы с ними как бы общие дела, там бизнес-дела, семейные даже дела, мы уже с этими людьми иметь не будем. Некоторые говорят, в смысле семейные дела? Ну так, на всякий случай. Не будем, да, и все. Это не значит, когда мы говорим о прощении, это не значит, что Бог нас заставляет целовать этого человека, говорит, ты самый лучший на земле, ты там просто человек, без которого моя жизнь не состоялась бы. Нет, этого не надо. Просто не делай этому человеку зла, не желай этому человеку зла. И просто хотя бы с ним здоровайся и улыбайся в его сторону. Это значит, что ты отпустил его, это значит, что ты свободен сегодня от горечи. Это значит, ты позволил Духу Божьему исцелить твое сердце. Не упрямствуй. Знаете, вот иногда к нам попадают эти обиды. Я помню, еду за рулем. Я рассказывал вам эту историю, но эта история эпичная. Я еду за рулем и разговариваю с человеком, который 2500 километров от меня. Будто бы вот он здесь со мной сидит. Я еду на работу, разговариваю с ним. Возвращаюсь с работы, разговариваю с ним. И однажды ловлю себя на мысли. Следующий уровень – это психлечебница. Когда ты уже начинаешь ответы от него слышать. Он к тебе приходит, ты с ним чай вместе пьешь, ты там с ним время проводишь. Жена уже потом спрашивает, ты с кем там разговариваешь? Да я так, с тем мужчиной. Да, вот он о чем. В пазл, да, все сошлось. Ты разговариваешь, ты доказываешь, ты упираешь, ты обвиняешь, обличаешь, ты этого человека душишь, может быть, даже за рулем. И говоришь, ты там, ты ему там желаешь каких-то вещей. Знаете, я был бы дурак, если бы я был один такой. И рассказывал бы об этом, все бы смотрели такие, о чем? Все мы подобные, все. У нас что-то случится, мы идем, и там думаешь, иногда смотришь на человека, думаешь, он то ли по гарнитуре разговаривает, то ли что. Может, я под волосами не вижу? Да нет, вроде ухи-то это, без гарнитуры, идет с кем-то разговаривает. Там. Это следующий уровень. Если психиатр поймает тебя в этот момент, тебя могут закрыть где-нибудь в психушке. Потому что это состояние, когда тебя внутри просто ломает, но все упирается в твое упрямство. Прости этого человека, отпусти его, скажи, во имя Иисуса открывай дверь, выходи из моей машины, и больше я все, лог делаю, не заходи больше сюда. И в мой дом не заходи. Но для этого его нужно из башки вытащить. Каким образом? Сказать, Бог, я прощаю этого человека, пусть он живет своей жизнью. Даже если он был неправ, я просто его отпускаю. Я желаю ему всего хорошего, я благословляю его. Все. Другое состояние – это упорство. Знаете, вот я забил ради интереса в свой Новый Завет слово «упорство», и вылезла куча разных хороших мест Писания. Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для христиан в Лаодикии и Иераполе. Колоссянам 4:13. Это об одном из сотрудников говорит Павел. Дальше, Галатам 4:18. Хорошо всегда быть ревностным в достижении хорошей цели, а не только когда я бываю у вас. Вот эти вот места Писания, они вышли у меня, когда я забил слово «упорно» или «упорный». Когда мы говорим, например, про упрямство, это всегда в негативе в Библии упоминается. Это когда мы противимся Слову Божьему. Но упорство – это то самое качество характера, которое Бог хочет, чтобы мы вырабатывали в себе. Чтобы мы были упорны в своих молитвах.
Есть вещи, за которые нам не надо опускать руки. Продолжай молиться, продолжай поститься, продолжай пробивать. Даже если ты не видишь, даже если ты не ощущаешь, Бог продолжает по твоим молитвам что-то делать в этих людях, в этих ситуациях и в этих обстоятельствах. Здесь надо упорство нам проявить. Мы иногда как малые дети, знаете, вот сразу у папы не получили ответ. Папа, дай мне то. И папа там сказал, подожди, там, сейчас я занят, освобожусь, отвечу. Мы такие же. С Богом мы точно так же. Вот, не работает Бог, почему ты не отвечаешь? Вон Дианке сразу ответил, а на мои молитвы ты не отвечаешь. И мы как малые дети. Бог говорит, не будь младенцем, стань человеком упорным, возрастай в благодати, возрастай в труде. Знаете, вот он здесь говорит про ревностного человека, которым я должен стать в достижении хорошей цели. Что такое быть ревностным в достижении хорошей цели? Когда я продолжаю пробиваться, я продолжаю упорно двигаться туда, где у меня есть цели. У тебя есть какие-то цели, например, в финансах, у тебя есть какие-то цели в разных сферах твоей жизни. Будь усердным и упорным человеком. Я могу просто засвидетельствовать, что очень много раз в моей жизни происходили такие вещи, когда мне Бог продолжал говорить, даже если ты сейчас не видишь результат, результат придет. Он будет. И у меня не было ответа от Бога, будет он через неделю или он будет через 5 лет. Я не знал. Просто меня Бог вдохновлял внутри моего сердца, не видя результата, продолжать провозглашать, продолжать говорить, продолжать служить, продолжать делать какой-то труд. У меня много раз было искушение бросить разные служения. Много раз. Некоторые люди говорят, ну вот так классно, вы там стабильные, вы там за что-то взялись, достигли, куда-то пришли. Друзья, у нас точно такие же человеческие чувства. Точно такие же человеческие, вот эти вот, честно, если сказать, даже не человеческие, демонические искушения. Бросить, оставить, заняться чем-то другим. На полпути оставить, потому что результата нет, заняться чем-то другим. Но я видел, что на протяжении времени Бог вдохновлял быть усердным в том труде, в том служении, даже если это маленькое служение, маленькая домашняя группа. Продолжай усердно стремиться к цели, продолжай усердно заниматься, продолжай усердно работать. Библия и вообще Новый Завет – это про усердный труд. Христианская клоунада или христианская, есть вот знаете, вот датские сказочники, голландские сказочники, есть христианские сказочники. Подойди ко мне, сейчас помолюсь, у тебя будет умножение вдвое, 2х начнет работать. Не будет ничего у тебя работать. Я сейчас там высвобожу слово на тебя, у тебя там чудо, да, там мозги изменятся за один день. Вообще не изменятся, брат. Это годы труда над своими мозгами, когда ты заставляешь свой мозг мыслить по Слову Божьему, когда ты фильтруешь базар не просто вот здесь, ты его вот здесь фильтруешь, ты вот здесь фильтруешь, что наполняет твой мозг, что говорит тебе вот здесь твой мозг о людях, о ситуациях. И это от тебя зависит. Труд над собой, это, знаете, это кропотливая работа, и это вещи, в которых мы должны быть упорными. Друзья, трудитесь упорно на своей работе. Станьте сегодня людьми, которые, если взялись за плуг, как Иисус говорит, они продолжают пахать, не оборачиваться назад и не смотреть. А может быть, не надо было вообще за это браться. Нехай он сам идет. Ревновать, ревностно добиваться, страстно стремиться и усердствовать. Это вот слово, о котором мы сейчас говорим, упорство. Ревновать, ревностно добиваться, страстно стремиться, усердствовать. Запиши это себе. Это то, к чему Бог нас побуждает сегодня. Есть у тебя какие-то цели, хочешь ты чего-то добиваться, пойми, это все будет происходить только через усердный труд, только через кропотливую работу, в которой ты каждый день принимаешь участие. Просто бросьте слушать этих проповедников, которые рассказывают мифы или рассказывают сказки о том, что тебе просто на ночь включить его проповедь, а утром ты проснешься другим человеком. Ты проснешься просто не выспавшимся. Ничего больше ты не получишь, потому что все зависит от тебя, от того труда, который ты делаешь. Тебе надо трудиться над собой. Тебе надо трудиться в своих финансах и делать это кропотливо каждый день. Тебе надо трудиться в своем служении. И труд такой, что чаще всего незаметный, чаще всего он, как нам кажется иногда, бесплодный, ни к чему не приводящий. Но потом проходит время, ты оборачиваешься и думаешь, вау, а это откуда все? А это результат твоего усердного, упорного труда. Итак, упрямство и упорство – две стороны медали.
И знаете, опять-таки, мы говорим сегодня о правильных вещах, но все в твоих руках, что выберешь ты. Аминь.